Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Так вот, представляем вашему вниманию наш арсенал, который состоит из двух МРов МЦ 2112 ВПО 208 и Фабаром 368. Такие вот дела. Вот наши морки. Вот наши манчуки. Так, вот нашли табор наш трехгодовалой давности. Мы думали, доски унесет, но их не унесло. Вот в этом месте мы 3 года назад охотились. Я это место шел, смотрел, но не мог здесь. Здесь чуть-чуть побольше был берег, вот здесь, вот на этом уровне где-то. Ну вот за 3 года посмотрите, как все смыло. До какой степени. Вот так вот. Сейчас Дмитрий их туда подальше закидывает. Их, по идее, надо было связать, Дмитрий. Может пригодятся нам на следующий год. На снегоходе приедем, заберем. Давай сейчас их занесем там внутрь, этот сложим. Возле дерева также. Где вкус в деревьях. Сейчас вот 2 сороковки заберем, 2 доски, остальные здесь привяжем. Благо проволока осталась старая от досок. Там сейчас их свяжем аккуратно. Так, вот Дмитрий связал проволокой. Вот так выглядит вся эта конструкция. Ну, вот доски оставляем здесь до следующего года. Дмитрий удивился, почему так очень много досок, говорит. Очень много досок. Напоминаю, фотографии можете посмотреть в Инстаграме.
Сейчас многие спросят, почему я сразу не взял все доски. Потому что сейчас у меня нету транспорта, а доски находятся на другой стороне острова. И уже все в песке. На следующий год приедем и заберем доски. Вот это то место, где мы 3 года охотились. Вот с этой стороны вот было тоже такое же болотце. Вот с такой вот травкой. Но оно все заросло тольником. Вот в этом озерце всегда сидели утки, садились. Можно было сейчас подойти, посмотреть. Но я в коротких сапогах просто. Вечером посмотрим здесь. Видите, вот все как заросло. Вот наша старая засидка, в которой мы сидели. Вот так она вся выглядит. Вот подгибаются кустарники. И вот в такой форме вот она потом вся зарастает дальше. Вообще кустарник очень живучий. Растение, кустарник вот этот, ива. Очень живучий. Ну вот здесь скоро будет уже непроходимая. Кустарники. Вот здесь вот налеты гусей были у нас. Мы стреляли. Итак, дорогие друзья, вот в одной из лодок пока ехали, возникла неприятная ситуация. Посмотрите, вот погнулся киль. И за счет этого образовалась трещина прямо в корпусе судна. Трещина длиной около, ну, друзья, около 20 сантиметров. Сейчас нам нужно выйти из этой неприятной ситуации, решить ее и, собственно, доехать на этом судне до села Жиганск. Вот такие вот дела. Вот такая вот неприятная ситуация. Ну ничего, сейчас будем все это решать. Надеюсь, мы должны решить эту проблему. Так, Евгений Булдаков когда-то присылал вот эти вещи. Масла1.ру. Вот Поксипол у нас есть, холодная сварка. Есть герметики прокладок различные. Сейчас почитаем все это дело. Герметики силиконовые даже есть. Вот как это все делается. И заделаем дыру, пробоину. Будем выпрямлять киль. Надеюсь, доедем. Все будет нормально. Ну. Ох, тюрочка. Кадастян. Кувалда надо. Крыто. Так, вот выпрямили. Киль маленечко. Потихоньку выпрямляем. Так, вот сейчас Дмитрий с той стороны обстукивает. И вот мы ее, получается, выпрямили. Шов выпрямили. Так, вот Николай сейчас зачистил, отверточкой маленько грязи убрал, вот верхний слой, все вот это. Сейчас обезжириваем поверхность бензинчиком. Вот нашли кусок сверла.
просверливаться. Будет наложена пластина и резина. Все, потом это все дело будет скреплено. Иги угольник, иги var da. Доходимо. Так, Дмитрий выбивает клепку сейчас, чтобы она отсюда вышла. Так, Дмитрий сейчас вот сверлит сверлом самодельным. Блива, туга бахабыс, не? Она говорит, ту бартала, барталы, не было. Серводал эти вон. Так, вот выбили клепочки, теперь расширяем отверстие чуть-чуть под болты номер 10 М8 резьба. Потом вот таким кабелем алмазным расширяем их, вот гнезда чуть-чуть. Так, сейчас вот накладываем пластину, наворачиваем, сделали 4 отверстия, вот они, 1, 2, 3, а там 4-е. И потом наметим остальные, просверлим, и должно все получиться. Так, вот сейчас продырявливаем. Нашли кусок резины от сапога. Так, остался последний штрих. Сейчас будем наносить герметик, потом наложим резину сверху, накладку и закрутим это все. Так, сейчас вот герметиком все хорошенько герметизируем. Опа. Так, вот все закрутили. Теперь последний штрих. Отрезаем лишнюю резину. Так получилось. А ну что? Так, прошло около суток почти.
уже вот отвердевает, превращается в резину, герметик, потихоньку. Через несколько часов заплатка будет готова. Теперь вода сюда уже точно не проникнет. Вот такой вот ремонт лодки произошел. Так, вот сейчас Дмитрий будет чистить оружием и будет изготавливать чехол для оружия. Но это мы потом посмотрим. Он будет его шить. Машин. Так, сегодня в разделе полевая кухня будем готовить этого гуся. Гуся мы почистили от перьев, но это уже не интересно, как мы его чистили, руками выщипали, и вот и его, получается, обожгли. Так, сейчас мы его будем в фольге. В общем, решили его запечь. Для этого у нас есть фольга. Запекать будем его. Хотим на ночь с ребятами. Сейчас дрова прогорят в печке. Появятся угли. Ну и в углях, соответственно, в печи прямо запечем. Из приправ я сейчас с ребятами посоветуемся. Такие есть куча приправ всяких. То, что вы мне отправляли. Что-то я использовал, что-то привез сюда. Вот. Ну и соль, в принципе, лук репчатый. Майонезиком, может, маленечко еще добавим сверху. Обмажем, чтобы все это покрылось у нас золотистой корочкой. И завтра будем его лопать. А сегодня пока просто готовка. Так, ну давайте нашего опаленного гусика положим на фольгу для начала. Так, вот он приобрел у нас такие вот формы. Лучок, думаю, даже можно прям целиком. Здесь у нас мусорный пакет есть. Так, сейчас, в общем, лук решили прямо нафаршировать его туда, нарезанный. Сейчас попробуем натереть солью.
гуся. Батя полудин, да. Так, потом обмажем майонезом. Получается, с груди и со спины. Все это дело обмажем сейчас вот так хорошенько. Так, сейчас еще здесь немножко добавим. Тоже перца сыпанешь. Ну еще так выглядит-то. Так, лука немножко тоже вот сверху добавим, чтобы снизу там было, снизу, сверху. Кольца лука. Все это украсим так, типа. Ну все, сейчас я так, сейчас будем это все заворачивать в нашу с вами фольгу, чтобы все это красиво получилось. Так, вот такой у нас получился гусик, обмотанный весь в фольге. Пусть полежит маленько до вечера, до ночи, да. И потом мы его погрузим. И пусть он у нас потом пропекается. Завтра мы его употребим. Результат потом скажем. Так, вот утром проснулись. Сейчас будем смотреть, что стало с гусем. Я его вчера погрузил в угли. Сегодня вытащили. Эй, мантыгаты на сеть пользуют дурбалах. Кто? Повторно. Сейчас вот попробуем аккуратно. О, это хоть дом, хоть нет. вон нахая. Сыто сюрять. Да? Ну. Так, говорит, запах все сильнее и сильнее становится запекшегося гуся. Да, действительно, запах уже и до сюда дошел. Первый слой фольги уже сняли. Николая пальцы все встали в жире гусином. Все в предвкушении чего-то божественного. Так, еще одна фольга. Так, уже там просматривается что-то сваренное, запеченное.
böyle. Sığ var это. Sığ anlaki. Biri var rahattan değil var. Dağıllar da. Так, вот такой гусь получился. Ну, вполне себе так. Будем считать, что получился. Да, вот она даже. Verdi Arıslan. Мясо сготовилось. Все, гусь готов к употреблению. Даже не знаем сейчас, что делать будем. Смотреть на него или же пробовать. Так, Дима, купи. Аромат-то какой идет. Ну, вот такой вот гусь. Фотографии я приложу в инстаграме. Так, короче, гусь варился очень вкусно. Мужики это оценили. Очень мягкий такой, в собственном жиру приготовился. В принципе, нас все устроит. Будем его есть сейчас, потом пойдем на охоту. О, жир покажи. Лапки. О, жирок. Всегда полетит. It's my life.